Сегодня мы побываем с вами в поселке Батагай Верхоянского района. Здесь нас ждет встреча с приемной мамой Зоей Петровной Ефимовой. И первым делом мы увидели подсобное хозяйство. Зоя Петровна в непростых северных условиях держит свиней, гусей и кур. Приходя каждый день с работы, а трудится наша героиня в местной администрации ведущим специалистом, Зоя Петровна сразу спешит всех накормить. Мы приехали к Зое Петровне летом, и ее 3 приемных несовершеннолетних мальчиков находились в летнем лагере. Зоя Петровна рассказала нам о том, как она стала приемной мамой. У меня своих детей пятеро. Они все состоявшиеся люди, с семьями, только младший нынче заканчивает Красноярский авиатехникум, поэтому еще пока не женатый. Приемной семьей я стала в далеком 1995 году. Я даже запомнила дату 25 сентября. Случилось так, что у моего родного брата единственного умерла жена. И я взяла 2 племянниц. С этого все и началось у нас. Далее, в 2009 году наша семья пополнилась 2 девочками. Это Аня Куприкова и Семенова Женя. Они между собой сестры. Далее к нам в семью пришли 2 сестры Чешуины, Диана и Катя. Потом в 2017 году пришла Вероника Ильченко. В 2017 году 3 брата, то есть это мои внучатые племянники, тоже пополнили нашу семью. И отдельно в нашей семье появился уже взрослый мальчик. Ему в феврале исполнилось 18 лет. Он к нам пришел в администрацию с таким интересным предложением. Дайте мне квартиру. У меня нет квартиры, я уже взрослый человек. Глава сказал, квартиры нету, тем более ты учишься в 11 классе, ступай, мальчик. И он зашел ко мне в кабинет, зная, что у нас большая приемная семья, и сказал: тетя Зоя, можно я у вас немножко поживу? Я сначала так опешила, думаю, как поживешь? Да, хотя я его хорошо знала, и маму знала. Мама на тот момент тоже была лишена родительских прав. И в итоге я сказала: поживи. Так он и пожил. Закончили 11 класс, закончили летное училище, летал вторым пилотом в полярных авиалиниях. Это отдельно. Такая у нас история была. И всего я воспитала, воспитываю до сих пор 11 детей. 11-й у меня мальчик Артем Горохов, закончил 3 класс, ходит в музыкальную школу, занимается спортом, легкой атлетикой. Помимо этого, как приемная семья, у нас в семье проживали дети временно, как мы называем, до устройства в другую приемную семью или под опеку. И 2 девочки у меня, Сайора и Фатима, маму депортировали, они вообще у нас с Киргизии. И мы ждали, когда мы найдем сопровождающего, чтобы отправить их в Киргизию. Сайора сейчас редкий случай, но звонит оттуда, потому что очень сложно, звонит и рассказывает, как у нее это все случилось, и до сих пор вспоминает нас. Калинин Рустам у меня тоже 3, около 2 месяцев прожил. И временно у меня были до устройства Филиппова Валя и брат Филиппов Филипп. Хорошие дети такие. Неравнодушие и чуткое отношение к детям, желание помочь им адаптироваться во взрослой жизни определяют появление у Зои Петровны новых детей. Она имеет огромный опыт воспитания, не боится трудностей, болеет душой за каждого ребенка. И не знаю почему, когда мне иногда бывают такие моменты, когда отдел опеки предлагает детей. Я сначала как-то думаю, взвешиваю, иногда хочется сказать нет. Но как только я слышу: ладно, Зоя Петровна, тогда что делать? Никто не берет, тогда мы в детский дом. И как скажут детский дом, я сразу моментально 100% беру.
только не в детский дом. Не знаю почему, конечно, там в детском доме же не все плохо. Есть, конечно, там, конечно, и хорошо, но какая-то у меня такая ассоциация. Детский дом – это дети растут, ну, под присмотром, конечно, государства, воспитателей, но нет такого внимания, как в семье. Вот, и поэтому детдомовские дети, они адаптируются хуже вот в жизни, когда они выходят из детских домов. Наши адаптируются лучше. Они потому что знают цену деньгам, они ходят в магазин, ну, к примеру, покупают. Они между собой советуемся, что давайте вот сегодня это сделаем, то сделаем. Они более адаптированы жить в обществе, чем вот детский. Потому что в детском доме ребенок же он как? С него же ничего не требует. Чтобы только учился, ну как был накормлен был, там одет, обут был. А вот таких вот моментов им как бы не закладывается, что вот что есть семья, что в семье жить хорошо, что какие-то есть обязанности. Вот у нас, например, постоянно у нас большое хозяйство, 2 теплицы, огород. Потом у нас это подсобное хозяйство, так скажем. Ну вот куры у нас были и раньше, гусей мы нынче взяли, как бы проверить. Ну и взяли поросят. Это тоже очень хорошо, когда особенно мальчики есть. Они ходят, они любят вот это вот этих всех животных. Вот. Поэтому это такой вот большой плюс, когда в семье что-то еще есть. Вот такое вот как бы занятие, привитие детей к труду, вот такое вот тоже воспитание очень хорошее. Получается, вы одна такая из опытных приемных семей республики. Дайте совет тем вот нашим зрителям, которые хотели бы взять детей на воспитание, ну вот думают, посоветуйте им, вот, как воспитывать детей, на что обращать внимание. Прежде чем взять в семью ребенка, надо, конечно, очень хорошо подумать. Очень хорошо подумать, и подумать не только самой, подумать и с родственниками, с близкими людьми. Вот, потому что приемный ребенок это не так, что вот это не вещь, чтобы взял там, сказал сядь, он сядет, сказал там спать ложись, он спать. Это человек как бы с особенным уже сложившимся характером и немного отличающийся от ребенка, который вырос в семье. То есть растет в семье с родным папой и мамой, с родителями. А этот ребенок, получается, отлучен и от родителей, допустим, и от мамы, и от папы. И у них совсем другая психология. Самое главное – терпение. Самое главное – понимание его. Даже пусть будет оно немножко, но не по вашему характеру, вам покажется это что-то такое вызывающее, но через все это надо пройти. И Зоя Петровна преодолевает все трудности. Конечно, ей бывает нелегко, но благодаря терпению и каждодневному труду достигается цель. Сейчас все дети Зои Петровны, которых она выпустила, 5 родных и 8 приемных, успешные и состоявшиеся люди. И это главная оценка труда нашей героини. Какая работа ведется вашим отделом опеки по сопровождению приемных семей? Нашим отделом в основном ведется, конечно же, наблюдение, предоставление путевок детям, то есть санаторно-курортный отдых обязательно, летняя занятость детей. Но у нас мамочки все активные, боевые, поэтому они стараются, конечно, детей и к труду приучить. Не забывают они и о летней занятости, потому что саилыки практически есть у всех. Детки выезжают, к работе они все приучены. И что очень радует, семьи сплоченные, очень соблюдается сильно семейственность, потому что они воспитываются, не разделяясь на чужих или своих. В районе имеется 8 приемных семей. Воспитывается в этих семьях 23 ребенка. Конечно, они делают очень большую, огромную, полезную работу. Это очень приветствуется. Это, конечно, очень сложный и важный труд. Как бы помогать ребенку, да, стать человеком, показать себя в обществе, стать достойным членом своего общества. Дарят ребенку, наверное, такие семьи вторую жизнь, дают шанс на жизнь.
Познакомьтесь. Сестры 7-летняя Надя и 13-летняя Аина. Я учусь нормально, хорошо даже. Вот недавно хорошо стала. А какие у тебя любимые предметы? Математика, технологии, уроки рисования. Младшая сестра 7-летняя Надя ходит в детский сад, умеет все делать и готовится идти в школу. Надя, скажи мне, что ты делаешь? Что ты рисуешь? Собака и кошка. Надя, расскажи, что вы делаете в детском садике? Ну, какие-то стихи учите, наверное. Стишки знаешь? Стихотворения знаешь какие-нибудь? Нет. Пока не знаешь еще, да? Аина учит сестренку читать, они ходят в библиотеку, вместе смотрят любимые книги. Надя стремится научиться читать, писать, и Аина с удовольствием помогает ей. Она очень любит сестренку и всегда опекает ее. Что это? Аина очень целеустремленная девочка и уже знает, кем хочет стать. Аина, а вот кем бы ты хотела стать? Дизайнером. Дизайнером? Угу. Дизайнером одежды? Да. Мы сделали вот бастыңа линке бихер келин и линь. И я сделала вот по теме времена года, и мы сделали линки бихер. И также вот такие вот наборчики к этому. Тут у нас зима, осень, лето и весна. Я их делаю довольно долго, но тут заходит очень много чего. Там бисеры, плетение, рисование, контур и так далее. Аина и Надя все время проводят вместе, и было бы здорово, если бы они обрели семью.